Это родина 12 Мукамов. Есть Еркент в округе Кашга, Уйгурская автономия. Более 500 лет назад разрозненные мелодии были собраны королевой и музыкантшей Аменесахан в единый свод 12 Мукамов. С тех самых пор эта древняя уйгурская музыка получила современный вид. ЮНЕСКО включила это древнее уйгурское искусство в список культурного наследия человечества. Первый китайский космический зонд, Чинья-Джин, отправил в космос 12 Мукамов. Выбор пал на него как на символ богатейшей уйгурской культуры и великое наследие человечества, достойное, чтобы представлять Землю инопланетным цивилизациям. В Еркенде это не просто музыка для застолий, а уникальная философия, передаваемая веками. Ильхам, уйгур, хранитель традиций и исполнитель Мукамов. Чихана, мастер общения уйгуров, но исполнение 12 Мукамов здесь становится необыкновенным действом. 12 Мукамов можно назвать душой уйгурского народа. Gel garip çal teyle teyle dayım bu bağda Vay dayım bu bağda. Ильхам не мыслит своей жизни без искусства Мукамов. А сейчас, в повседневной жизни, где мы можем встретить 12 Мукамов. Сегодня нас, мастеров Мукама, пригласили играть и петь на свадьбе сына нашего друга. Поздравляем всех, это прекрасно. Давайте, пройдемте туда, сядем. Ни одно торжество не обходится без исполнения Мукамов. Например, если у кого-то свадьба, для поддержания престижа обязательно приглашают музыкантов, исполняющих Мукама. Их приглашают и на семейные торжества, и на крупные мероприятия на фестивале. Приглашаете гостей, тоже зовете их. Конечно, число приглашенных артистов может быть небольшим. Это зависит от ваших потребностей и достатка. Но пригласить их непременно нужно. Короче говоря, в уйгурской автономии, где бы ни проходило важное событие, там обязательно звучат 12 Мукамов. Важнейшее событие жизни, высокий статус и торжественность, Мукамы везде играют главенствующую роль. Как только Ильхам начинает петь, и престиж хозяина, и внутреннее содержание искусства, все обретает совершенство. Глядя на значимость 12 Мукамов, кажется, будто не люди выбирают эту музыку, она сама понимает человеческую душу, чувствует радости и печали. В самый важный момент она создает нужную атмосферу. Итак, что же такое 12 уйгурских Мукамов? Была одна патриот уйгурского искусства Мукамов, ее звали Аменесахан. Она собрала разрозненные Мукамы того времени в 12 циклов. Это крупное симфоническое циклическое произведение, созданное уйгурами задолго до европейских симфоний. Почему же они называются 12 Мукамов? Я изучал значение слов «мукама». Если смотреть с музыкальной точки зрения, это название цикла. Если же обратиться к лексическому смыслу, то это означает «высокое положение», «вершина». Мы говорим, что в области музыки это самая высокая вершина, поэтому мы называем их Мукама. Любовь к 12 Мукамам для Ильхама – это и творческая кредо, и часть повседневной жизни. Каждый день он собирает разных народных музыкантов, чтобы вместе играть, настойчиво продолжая традиции Мукамов. Будучи человеком энергичным, он не забывает и о маленьких радостях для себя. Одно из его любимых занятий – выкроить время и прогуляться по музыкальному рынку. Это его большое увлечение. Но, конечно, нельзя забывать и о Мукамах. Что касается ударных инструментов. Сколько это стоит? То, что вы только что купили. Он сказал, забирайте, денег не надо. Я сказал, не дать деньги нельзя.
потому что нелегко будет найти такие вещи. Они меня очень уважают. Сам не знаю, почему. Ильхам прост в общении и пользуется уважением. И, конечно, он еще тот любитель похвастаться. Я не люблю играть в карты с другими, болтать без дела, сидеть, пить, курить. Вот это все не мое. Мое самое большое богатство. Самое большое богатство – это время, наверное. Для меня время слишком дорого. Кроме сна, я и после выхода на пенсию все время занят. А чем именно занят? Я занимаюсь всем, что связано с этим искусством. Передачей, популяризацией, развитием. Самое главное, что мы можем сейчас сделать, это, опираясь на существующую версию, исполнять и передавать ее дальше. Но мы полагаемся на известных и уважаемых народных музыкантов. В соответствии с этой полной версией мы творим сами, опираясь на эти мелодии, стараясь сохранить ее полноту. В чем ваша собственная особенность в исполнении 12 Мукамов? Моя собственная особенность в том, что я прежде всего сам должен прочувствовать до глубины души. Я уважаю самого себя, потому что когда я выступаю, пою и играю, мне не все равно, что говорят другие, как они смотрят, как они меня оценивают. Но это не самое важное. Сначала я сам погружаюсь в Мукама. Я сам должен плакать, сам должен смеяться. Для меня это высшее удовлетворение и оценка. В сердце Ильхама нет какого-то особого пьедестала. Этот непрерывный пир искусства объединяет людей благодаря любви к Мукамам. Здесь наслаждается музыкой сполна. Нет навязанных титулов, нет никаких рамок и ограничений. Поют, вкладывая всю душу, танцуют, как велит сердце. Возможно, именно в такие моменты люди ближе всего к пониманию сути 12 уйгурских Мукамов. Для меня это высшее удовлетворение. Благодаря любви уйгуры понимают друг друга. Наслаждаются музыкой сполна. Нет навязанных титулов, нет никаких рамок и ограничений. Поют, вкладывая всю душу, танцуют, как велит сердце. Возможно, именно в такие моменты уйгуры создали великую музыку и танца 12 Мукамов. Ведь уйгуры создавали Мукама на протяжении тысячелетий. При воспитании учеников, этих новых хранителей уйгурской традиции, на чем вы делаете акцент? Какую идею 12 Мукамов вы стремитесь им передать? Умение выживать, самостоятельность. Я надеюсь, что хранители традиции, следуя манере исполнения 12 Мукамов, смогут обеспечить и себя, и свою семью. То, что больше всего нравится зрителям. Сначала я учу их, поощряю их самих. Каждому исполнителю Мукамов необходимо учиться у других, но передавать традицию, опираясь на свои собственные особенности. Вот так, как некоторые старые мастера. Когда я был среди народных мастеров, в Арулах, мы вместе ели, а потом начинали исполнять Мукама. Мы не спали всю ночь, спели, кажется, около 3 Мукамов. Когда рассвело, настало время завтракать, а эти люди, что нас пригласили, все еще не хотели уходить. Мало того, они прямо обратились ко мне по имени и сказали: «Спасибо тебе, Ильхам». Эти народные музыканты. Раньше я даже представить себе такого не мог. Не было аплодисментов. Нет, у них текли слезы. Они благодарили нас, говорили: «Спасибо, что бережете это культурное сокровище нашей нации. Благодарим вас,
и желала нам добра. Прямо обращалась ко мне по имени, просила меня встать, говорила такие слова. Когда я начинал, я еще так не думал, а теперь это стало частью моей жизни. Ильхам учит народных музыкантов жизненным навыкам. И это также позволяет этому древнему и великолепному уйгурскому искусству развиваться и процветать. Они взаимно дополняют друг друга. Передача 12 Мукамов стала важнейшей частью жизни Ильхама. Бескрайний мир уйгурской культуры – это долгий-долгий путь. Идти по нему радостно. Вспоминая те моменты, когда тебя благословляли родные и друзья, ты снова полон сил. Чем больше таких светлых мгновений, тем драгоценнее искренность и упорство Ильхама. И в конце давайте запомним этот момент, принадлежащий Ильхаму, хранителю уйгурских традиций.